не изучается история Осетии должным образом у нас нигде. Ни в одной из школ, ни в одном из учебных заведений. В принципе, я не знаю сейчас, что делается, но по идее каждая нация должна знать свою историю. Ты хочешь, не хочешь, это надо делать. Нет, в среднем. Потому что я вижу, как она изучается. Не изучают. Много народу не изучает. Не знают. Значит, не изучают, вот так же выходит. Ну, я считаю, что на должном, даже на хорошем уровне. И, ну вот у меня была история, я очень хорошо учил, и мои сверстники тоже. Слабовато. Ну, у нас бывает в школе, но на нее очень совсем мало времени тратят. Проходят, ну, поверхностно, грубо говоря. Я, если честно, не знаю, как она изучается, так как я ее в своей программе не изучала, нам не преподавали это. Раньше история Осетии изучалась должным образом, то есть люди, молодежь до внешнего времени знала намного больше, чем сейчас. Я считаю, что нет, потому что в школах мало времени уделяется этому предмету. Юлдар Журинч Вересагов, Юрона Журинцам Касы Худинак. История это какая-то вообще даресты корма, школа здесь там мынич, уменьшим бар. Я считаю, что да, это было бы неплохо, люди бы знали свои корни. Да, конечно, нужен. Мне кажется, что сейчас достаточно учебников, много людей, которые пишут историю довольно-таки хорошо, и я не вижу смысла в этих новых учебниках, потому что вся история и так уже есть в книгах, и этих книг очень много, просто нужно их найти, а люди ничего искать не хотят. Конечно, да, потому что любой учебник – это новые знания для людей, и любые новые знания для людей – это перспектива и отсутствие деградации, человек будет развиваться, что-то узнавать для себя новое, в голове уже у себя даже какое-то знание истории. В перспективе для человека в чем положительно действует, то, что он даже передвигаясь на улице, какое-то знание истории ему уже помогает складывать какое-то мнение. А какие события у нас есть? У нас, по-моему, никаких событий не происходило. Нация спит со времен водочной промышленности. На моей памяти то, что это только печальные какие-то события, это 2004 год, теракт в Беслане, 2000, по-моему, 10 или 11 год. Мы сейчас находимся прямо вот в 10-20 метрах от места, где взрывалась маршрутка. Бесланская трагедия, ингушско-остинский конфликт. Позитивных я не помню, как ты сказала, все негативное почему-то приходится, но в любом случае поколение должно знать, что происходило в республике. Достижения каких-то спортсменов, феноменальные какие-то достижения, тоже, мне кажется, нужно туда вписывать. Достижения на политическом уровне, изменение какого-то капиталистического строя нашей республики, какие на пользу людей были предприняты нашим правительством, нашим законодательным органам, что было внесено на пользу людям там, и все прочее. Да, конечно, развитие города, как он развивался, что здесь менялось, что не менялось. Я считаю, что точно не конфликты, точно не какая-то война, борьба. Я думаю, что туда должны входить достижения более культурные. Например, стихотворение, музыка и разного рода произведения. Но точно не плохие события. Все события, которые происходили вот за это время, все должны войти. Все знаменитости, ученые, спортсмены, недуги, которые были, войны. Все должно войти, все должны знать те, которые будут после этого поколения. Любая нация берет пример со своих самых лучших сынов, дочерей и так далее. Это Георгиев, это Буллоев, это Саликов, множество их. Мы многих и не знаем, по идее. Так что у нас всегда было, дай бог, сколько хороших людей. И есть, и будут. Шамиль Джикаев, такие люди очень важны вообще в нашей истории. И очень много спортсменов, которые занимали призовые места по миру и в Олимпийских играх, осетины, в принципе. И мне кажется, их нужно внести обязательно в учебник. Много осетинских фамилий, но точно сейчас не могу назвать, так как их слишком много кружится в голове. Туда должны войти, ну, много там художников по-любому. Да. Не только художники, музыканты еще там. Ну вот такие, да.